Без преувеличения, каждый верующий, проживающий в Чеченской Республике, скажет, что самым благословенным в своей жизни считает день, когда региону на вечное хранение были переданы реликвии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В тот день люди выстроились живым коридором, чтобы встретить вещи, принадлежавшие лучшему из людей. Сегодня мусульмане собрались в центральной мечети сердца Чечни, чтобы передать столь дорогую каждому реликвию на хранение в московскую мечеть. Но прежде во главе с председателем Совета муфтиев страны они в едином джамаате совершили полуденный намаз. После этого верующие прочитали мовлид, прославляя любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, читая салаваты. Затем богослова поприветствовал Рамзан Кадыров. Он вспомнил первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, который в переломный для страны момент взялся доказать каждому, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом. Он выступил против ваххабистов, которые, прикрываясь религией, пытались реализовать свои политические амбиции, ввести республику в хаос. Это благодаря его начинаниям сегодня все мусульмане России объединились вокруг муфтия страны, отметил Кадыров. Он рассказал, как далось ему решение передать волос лучшего из людей в соборную мечеть. Действительно рада приветствовать наших братьев во главе шейха Равиля Гайнутдином. Мы приветствуем в Грозном сердце Чечни у нас, потому что с Ахмадом Хаджи они были близкими братьями, они вместе учились, вместе работали, вместе доносили до руководства государства чаяния мусульман. На всю волю Всевышнего Ахмад Хаджи ушел из жизни. Аллах обладатель, но то, что они были намерены делать, продолжает шейх Равиль Гайнутдин. И днем и ночью работать для того, чтобы объединить всех мусульман, для того, чтобы достучаться до каждого, показать, доказать всему миру, всем конфессиям, что ислам не является терроризмом, экстремизмом. Ислам – самая молодая религия мира и созидания. Поэтому мы должны этого понимать. Мы все мусульмане, которые проживаем на территории России, должны поддерживать нашего муфти, уважаемого шейха Равиля Гайнутдина. Мы помним, как радостно мы приняли открытие мечети московской, нашей главной мечети России, потому что эта мечеть находится в столице нашей Родины. В этой мечети есть богатая история. Когда открывали мечеть, я думал, что бы сделать для мусульман, не только мусульман России, а для тех, которые каждый день приезжают в Москву и посещают мечеть, муфтият, встречаются с нашим муфтием. Долго думал и принял такое решение. Передать волос пророка на вечное хранение в мечети, нашей соборной мечети, главной мечети России. И это я делал ради Аллаха. Я уверен, вы все меня поддерживаете. Хотя нам трудно расставаться и отправить на долгий дальний путь волос нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы стараемся соблюдать сунну пророка. Мы хотим быть похожим в жизни и делами на нашего любимого пророка. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда делал все для того, чтобы показать истинный ислам, для того, чтобы объединить всех людей. Мы сегодня передадим нашему уважаемому шейху Равилю Гайнутдину волос пророка, и я уверен, от этого будет баракат. Кадыров выразил уверенность в том, что вместе с передачей реликвии будет и дальше решаться вопрос возведения мечети в Москве. Верующие готовы взять на себя все расходы по строительству святынь. Глава Чечни отметил, что он направил в федеральный центр сводную справку, согласно которой в столицах других государств мира строится больше исламских святынь, чем в Москве. Необходимо довести до общественности, что мечеть – это дом Всевышнего, в котором молодые люди получают истинные религиозные знания, вооружившись которыми они смогут противостоять экстремистской идеологии, отметил Кадыров. Также глава Чечни заявил, что в нашей республике нет места никаким религиозным течениям. Есть ислам, основанный на Коране, Сунне и Тарикате. Руководство Москвы, руководство государства примет решение о строительстве еще много всех районов мечети. Но главное, вот у нас есть успех во главе с президентом нашей великой Родины, наш многоуважаемый национальный лидер открыл, и не только открыл мечеть, его речь, из его речи можно
читать каждый день лекции и вести разъяснительную работу, потому что это не просто была речь, выступление, это, можно было сказать, это, в целые институты должны работать над этим, и мы, мусульмане, должны рассказывать, показывать не только нашим и даже другим конфессиям, что какое отношение и какую роль играет мусульман, ислам в сегодняшнем государстве Российской Федерации. Я уверен, что сигнал от президента все глав субъектов Российской Федерации получили, и они будут смотреть совсем по-другому, потому что мы, большинство являемся мусульманами на территории Чеченской Республики. У нас в центре Грозном есть церковь, мы строим и на Урском районе, мы строим и часовни, и они должны на это смотреть и сделать вывод. Мы все равны, мы все граждане России, и поэтому должна быть не на словах равноправие, демократия, а на самом деле. И мы об этом будем просить, требовать. Традиционный ислам, мы называем традиционный ислам, ислам один, это Коран, Сунна, это шариат, остальные все это течения. Мы эти течения не признаем, это для нас новшество. И мы все духовные наставники должны читать проповеди, разъясняющие, не бояться сказать правду. И если, как в основных регионах, как сейчас в Чеченской Республике, мы будем вести однозначную позицию и разъяснительную, то руководство государства будет смотреть на нас по-другому. Я, когда встречался последний раз с президентом, я ему объяснил, это бесплатный институт развития нашего государства. Мечеть – это дом Всевышнего, это не дом террористов, это не дом, где собираются экстремисты. Наоборот, в мечети можно донести до населения мусульмана это защита этого государства, потому что нам ислам разрешает, требует нас. Если нам разрешают строить мечети, медресе, то мы обязаны защищать это государство и руководство этого государства. Поэтому мы, если будем говорить правду, если мы будем вести разъяснительную работу, то у нас получится в ближайшем будущем строить мечети, медресе и развивать, дать возможность мусульман Российской Федерации полностью получить удовольствие от того, что они сегодня существуют. Да, Аллах, мы надеемся, мы уверены, и мы будем помогать нашему шейху. И сегодня, если вы разрешите, сейчас мы передадим голос пророка, голос нашего самого любимого пророка, и я уверен, что с этих минут в России, в Москве будет большой баракат. Аллаху Акбар. Решение Рамзана Кадырова о передаче реликвии Равиль Гайнуддин назвал историческим. Вместе с волосом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в страну придет баракат, божественное благословение, отметил председатель Совета муфтиев. Я от имени нашей с вами более 20-миллионной мусульманской уммы хочу искренне сказать слова с молитвами благодарности Всевышнему Аллаху и искренними словами благодарности вам за то, что вы, дорогой брат, сделали историческое решение, приняли историческое решение, понимая того, что
наша Родина, она одна для всех, для представителей всех народов и религий, и от единства, целостности нашей страны зависит будущее наших детей. Я сегодняшний день расцениваю как новый этап в жизни мусульман Российской Федерации в целом, в жизни благополучного развития нашего многонационального, многорелигиозного государства. Потому что священная реликвия впервые в истории устанавливается в Москве. А это, как сказал наш брат, уважаемый глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович, будет от этого баракат и в столице нашего государства. Равиль Гайнуддин отметил, что мусульманская умма называет Рамзана Кадырова своим защитником, который всегда отстаивает религиозные ценности. Благодаря политической воле главы Чечни суд над Кораном запрещен, отметил председатель Совета муфтиев страны. Мы понимаем, что президент прислушивается мнению нашего брата Рамзана Ахматовича. Мы видим все вместе с вами, наш президент, как уважительно относится Рамзану Ахматовичу. Мы видим, как он доверяет своему коллеге, который работает в регионе, что он истинный патриот и желает, чтобы в России был мир, в России было процветание, и он готов сделать все для того, чтобы помочь нашему президенту, национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Он это не раз доказал. Если нужно, он сказал, сделаем все, вплоть до того, чтобы отдавать свои жизни за Родину, за веру. Образ жизни и поступки главы Чечни являются примером для всех мусульман, отметил Равиль Гайнуддин. На собственном примере он показывает, как надо любить религию. Пророка, да благословит его Аллах, приветствует народ и государство. Этому его научил отец Ахмад Хаджи Кадыров, сказал председатель Совета муфтиев страны. Кадыров строит мечети в разных странах мира, чтобы показать представителям всех конфессий, какие ценности проповедует ислам. Равиль Гайнуддин выразил уверенность в том, что настанет день, когда все вместе они будут открывать мусульманские святыни в Москве. Он также отметил, что необходимо открывать новые исламские центры с целью просвещения молодежи. Когда есть такие сыновья своего народа, сыновья нашей страны, любящие Аллаха, любящие пророка, саллиллаху алейхи вассалям, любящие свою страну, иншаллах, мусульмане сильны, и мы всегда в молитве, дорогой наш брат, мы всегда ждем вас у нас, в Московской соборной мечети, чтобы вы приезжали, также выступали перед нашими мусульманами. Они ждут вас, они будут рады вам. Равиль Гайнуддин выразил слова благодарности Рамзану Кадырову за столь бесценный подарок, отметив, что Чеченская республика стала примером того, как, открывая духовные центры, можно избежать многих негативных проявлений в обществе. Дай Аллах, Рамзан Ахматович, вам доброго здоровья, чтобы всегда вы сохранили свою искреннюю чистоту веры, и чтобы ваш отец, наш брат Ахмад Кадыров, герой России, бывший муфтий Чеченской Республики, он радовался. Рамзан Ахматович трудится во имя страны, во имя наших народов, во имя мира, стабильности в нашем государстве, во имя процветания ислама и других религий. Пусть процветают, пускай строятся храмы, пусть мы не будем строить тюрьмы, не будем строить колонии для воспитания детей, а будем открывать, как вы открываете здесь, центры по изучению Корана. Вот это дело. И, иншаллах, народ видит, народ ценит. Говоря о роли Владимира Путина в становлении мира на чеченской земле, Рамзан Кадыров отметил, что без политической воли и поддержки главы государства восстановление Чеченской республики было бы невозможно. Я господину Путину обязан жизни, потому что самые трудные годы нашего народа, лично в моей жизни, Владимир Ильич доверил мне. Не только доверил, он полностью поддержал меня и дал возможность бороться с этими шайтанами и восстановить республику. Без его помощи, поддержки
у нас ничего не получилось. Президент своим волевым решением принимал решения, заставлял министров правительства работать, поднимать имидж, экономику, восстановить нашу республику и дал уверенность мусульманам и, в частности, чеченскому народу на завтрашний день. Мы молим Всевышнего, чтобы Россия укрепила жизнь мусульман, укрепила других конфессий, что мы молимся, чтобы мы, мусульмане, не подставляли, чтобы среди нас не были эти шайтаны, и чтобы не давали возможность вербовщикам этих шайтанов раньше управлять и разделить и разбавить наше общество. Мы верим твердо, что никто никогда не сможет этого сделать и добиться. Поэтому мы сегодня здесь есть, и мы уверенно идем вперед. И у нас не только народ, у нас и армия, у нас есть ученые, у нас есть спортсмены, и вся элита, и весь чеченский народ. По статистике, мы каждый месяц проводим статистику, 99% поддерживают руководство государства в лице Владимира Путина. Позже, читая салаваты, слова восхваления пророка, да благословит его Аллах и приветствует, верующие покинули мечеть в сердце Чечни. После этого большая автомобильная колонна, в составе которой председатель Совета муфтиев страны Равиль Гайнуддин, известные богословы и члены чеченского правительства, двинулась через центр города в столичный аэропорт. Здесь встречали учащиеся школ хафизов республики. Юные муталимы выстроились живым коридором, чтобы в последний раз проводить реликвию любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует Московскую соборную мечеть. Дагмара Касаева, Дауд Куруев, Жамлай Хаджилиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Новости.